Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Саша, что ты несешь?». Ее проведу я, Александр Атощенков, журналист «Реформбай». И сегодня у нас прекрасный гость Дмитрий Белогорцев, бывший боец батальона «Донбасс», участник боевых действий на востоке Украины, участник АТО, был в окружении в Мариуполе. В Мариуполе не был, в Иловайске. В Иловайске, да. Вышел со своим оружием. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, мы наконец можем похвастаться, что у нас уже больше 3000, у нас 3100 подписчиков, поэтому не останавливайтесь, подписывайтесь. Наш секрет мы, кажется, раскрывали с Федором, мы просто берем у знакомых телефоны, просим позвонить, открываем аппликацию. Я могу свой предложить. После эфира. Так, в принципе, почти всех и подписали. Тема у нас сегодня серьезная, как и гость. Дело в том, что произошло знаковое событие для постсоветского пространства. Президент непризнанной Армянской республики в Нагорном Карабахе Саввел Шахраманян подписал указ о прекращении существования этого образования с 21 января 2024 года. Будут распущены все государственные организации, учреждения. Прописано, что население должно быть ознакомлено с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном для принятия индивидуального решения о выезде или оставании, скажем так. Почему я считаю, что эта тема важная для нас, для Беларуси? Потому что, мне кажется, Беларусь в обозримом будущем может последовать этому примеру, скажем так, печальному. Хотя ты считаешь, что уже последовало в значительной степени. Мне кажется, совершенно некорректная аналогия между ситуацией в Нагорном Карабахе и в Беларуси. Война в Карабахе шла все 30 лет с момента распада Советского Союза. Там было две стороны, которые воевали друг с другом. И каждая из них, естественно, пыталась найти каких-то союзников. Но это были две воюющие между собой стороны, Азербайджан и Армения. В Беларуси я вообще не вижу никаких похожих аналогий. Особенно после последних событий с приездом Вагнера в Беларусь, они показали, что даже не то чтобы против регулярной российской армии, а против наемников Вагнер, которые открыто говорили, что даже много, скажем так, людей режима Лукашенко крайне негативно относятся к вагнеровцам. И даже в такой ситуации никаких столкновений, никакого противодействия не было. Даже не то чтобы против регулярной российской армии, а против наемников Вагнер. Хотя недовольство в среде лукашистской было сильное самим фактом. Поэтому... Среди гражданских лукашистов, потому что представители силовых структур мы видели, как они преподали там, встречали их с цветами, радовались, что их будут учить настоящие военные, которые побывали не на театре всех, военных не действий. всех. Не всех структур. Не всех военных было положительное отношение. Скажем так, это, наверное, максимально негативное отношение, которое только могло быть к кому-либо. Было к вагнерам. И все равно оно не вылилось ни во что. Поэтому я просто не вижу никаких оснований объективных для того, чтобы в Беларуси какой-то вооруженный конфликт против России возник. Нет, я не говорю о каких-то аналогиях, я говорю только о том факте, что Нагорный Карабах прекращает существование, и боюсь, что Беларусь может ждать та же участь. Просто в последнее время, знаешь, после 2020 года особенно этот процесс ускорился, и когда Беларусь становится все больше похожа, даже сказал бы, становится все меньше отличий у таких образований, как Беларусь и там Нагорный Карабах, Абхазия, ДНР, ЛНР, Приднестровье, потому что, скажем так, власть, которая сейчас выполняет эффективный контроль в Беларуси, она не признана. Суверенитет Путин жрет просто большими ложками, Лукашенко нелегитимен, его не признает международное сообщество, непонятно, как он будет решать эту проблему. Соответственно, напрашивается вопрос, как эта ситуация будет разрешаться, плюс в Европе на наших границах идет война, крупнейшая со времен Второй мировой войны. Опять-таки, там воюют белорусские добровольцы. В Польше, в Литве создаются парамилитарные организации, которые, понятно, сейчас это звучит как какие-то фантазии, но они декларируют так или иначе,
что будут принимать участие там, в силовом сценарии освобождения Беларуси. Силовом сценарии освобождения Беларуси со стороны? Вот, я бы хотел с тобой это обсудить. Потому что, чисто географически, смотри, если силовой сценарий какой-то начнется в Беларуси, который качнет ситуацию там, в ту или иную сторону. Ну, силовой сценарий какой? Какой может начаться в Беларуси силовой сценарий? Война против НАТО. Ну, или против Украины. Никакого другого. Да. Чисто географически, да. Сценария в Беларуси просто невозможно. То есть угроза есть с России, возможно, придет что-то с Украины, из Украины. Угроза есть с Россией или нет, но никакого военного противостояния в ту сторону России мне не представляется возможным. Хорошо, как ты оцениваешь вообще вероятность того, что Путин решит вот покончить с белорусским суверенитетом? Так он с ним уже покончил. Ну, есть пока какие-то признаки? Ну, признаки у Беларуси не больше, как ты правильно сказал, чем у ДНР и ЛНР. Вся боеспособная часть белорусской армии с 22 февраля принимала участие в войне против Украины. Заправляла самолеты, разгружала танки, загружала, прикрывала на границе наступающие русские части. Поэтому... Ну, имитировала движение, там, качала же там в феврале 23 года. И даже прямо сейчас. Она не участвует в непосредственно боевых действиях против Украины, но она оттягивает на себя огромное количество боеспособных войск украинских, которые вынуждены стоять на границе, с другой стороны, этой белорусской армии. И эти войска, которые могли бы очень пригодиться Украине на фронте, она их вынуждена держать, а граница большая, если я правильно помню, около 1000 километров между Белоруссией и Украиной. И таким, даже не участвуя непосредственно в боевых действиях, белорусская армия наносит урон Украине и украинской армии, потому что вынуждает огромное количество боеспособных частей и военной техники держать на границе. Что ты допускаешь, что вот Украина в определенный момент может отказаться от своего принципа, что белорусы не стараются удержать от прямого вступления в конфликт, там, например, начать наносить удары по территории Беларуси, в случае, если начнет снова исходить какая-то критическая угроза, там, не знаю, угроза нового наступления, угроза применения тактического ядерного оружия, может быть, снова ракетные удары массовые. На сегодняшний день я не вижу у Украины военных сил, даже если было такое желание, нанести какой-либо серьезный военный удар по территории. Ну, их физически нет. Ну, крылатые ракеты есть. Все, которые есть, все летят в Крым. Хорошо. Крылатые ракеты, это же не просто крылатые ракеты, которые есть на сегодняшний день у Украины, они все воздушного базирования только. Все Storm Shadow запускаются только с самолетов. Для этого нужно поднять самолет, для этого нужно его где-то разместить около территории Беларуси. Сделать это скрытно, заправить, подцепить к нему эту ракету, чтобы он куда-то вышел на рубеж пуска. Я не вижу военных ресурсов, и, собственно, этим я объясняю вот такое вот странное заигрывание постоянное при очевидных вещах с территории Беларуси наступали на Киев. Ну, Украина должна была бы считать Беларусь точно таким же врагом. Но она постоянно, украинская власть пытается заигрывать, как-то умиротворяться с Лукашенко. Но единственное этому объяснение именно такое, что чтобы как-то сэкономить свои вооруженные силы, еще и не открывать второй фронт, потому что на него просто физически нету сил. Поэтому они до сих пор пытаются как-то. А вот Лукашенко это же все-таки не Путин. А вот белорусская армия, она же вот не стала на нас нападать. Может, она одумается, может, они там, не знаю, свергнут Лукашенко завтра. Или там перестреляют Вагнеров, Осиповича. Ну, это совершенно нереальные сценарии, но их вот озвучивают зачем-то, пытаясь умиротворить Лукашенко, и чтобы еще не получить себе фронт на севере. Ты, может, просто это искренне там, драматическое непонимание ситуации в Беларуси, или исключительно это связываешь с военным фактором? И непонимание. Ну, сложная ситуация украинского, и им хочется верить украинской власти, что такой вариант возможен. Ну, я не верю в то, что получится таким образом замириться с Лукашенко, но украинские власти верят. Ну, а если вот изменится ситуация, там какая? Украина нанесет какое-то поражение российским войскам на своей территории. Ну, я не наберут они какую-то критическую массу оружия. Не верю на сегодняшний день. Ну, подожди, вот ты говоришь, что основная причина это слабость в военном отношении. Да, отсутствие военной мощи. Но вот если Украина будет накапливать эту военную мощь, в итоге там,
поступят новые виды вооружений, которые сделают Украину существенно сильнее. То есть, потому что в украинском дискурсе, я слежу, там же есть понимание, что Лукашенко это соучастник Бучи. Да, да. То есть на риторическом уровне там уже все больше политиков, спикеров говорят, что не сойдет ему это с рук. Говорят. Что-то практическое за 1,5 года было сделано в этом направлении. И вот русский добровольческий корпус ходит в Брянскую область. В Беларусь кто-то ходит? Нет. Мало того, украинская власть так говорит, что мы крайне однозначно против этого. Даже на уровне высказываний. Если обсуждать ситуацию в Украине, я хочу такую ремарку сделать, дефиницию. Россия – государство-агрессор, которое напало на Украину. Развязала агрессивную захватническую войну. Нарушила все, что можно только нарушить, перешла границы. Она однозначно не права. Успешно Украина воюет, неуспешно, там есть у нее какие-то проблемы в том, насколько она хорошо ведет боевые действия или там внешнюю политику. Это все никак не меняет вообще этой ситуации. Россия страна-агрессор, Украина ведет справедливую оборонительную войну. Как бы мы не обсуждали сложности и там, неуспехи украинской армии, это никак не влияет на вот эту ситуацию. Россия враг, агрессор, война справедливая. И русская пропаганда просто очень часто пытается оправдать со своей стороны справедливость. А вот смотрите, как они плохо. Они могут воевать вообще как хотят. Слабо они воюют, сильно. Это никак не оправдывает нападение на эту страну. Да, в любой войне там гибнут гражданские. Есть friendly fire. То, что там какая-то ракета попала в жилой дом, при том, что каждый день ракетные обстрелы, и просто каждый день 100 ракет. Раз в месяц, когда ракета попадает не туда. Это печально. Погибли люди, по-другому воевать в мире не научились. И то, что там у украинской армии что-то не получается, это ни в коем случае не оправдывает нападение на эту страну вооруженное. Тот, о чем ты говоришь, я не вижу реальных возможностей у Украины. Если мы вспомним прогнозы различных экспертов, вот сейчас YouTube откроем и посмотрим, что говорили военные, люди, называющие себя военными экспертами год назад, летом. Ты про Арестовича? Да про кого угодно. Арестович, да, 2-3 Арестович говорил, что ракеты кончатся в марте. С Арестовичем уже все. А сейчас Нью-Йорк Таймс написала, что ракет выпускается больше. Они просто не кончатся. Их выпускают больше, чем выпускали в феврале 2022 года. И другие. Все абсолютно военные эксперты прошлым летом говорили, что где-то к концу лета приходит ленд-лиз, украинская армия приходит в мощное наступление и выходит на границе 91 года, война заканчивается. Осенью, репарации и подписаниями. Там уже говорили, что и артиллерийские стволы там истощены уже. Потом то же самое говорили в конце зимы. А вот самый правильный прогноз дал мистер Пригожин. Когда закончилась в Бахмуте, он сказал, что на этом война закончена. Вот сейчас война закончилась. Для всех, в принципе. И с тех пор, как он это сказал, действительно фронт изменился там на избушку лесника. С каждой стороны. Несмотря на прогнозы выходов на границы любых годов, там, очень мощных наступлений и с одной и с другой стороны. Вспомним в начале, как все говорило. Мы уже почти побеждаем, достаточно дать больше джавелинов. Больше джавелинов дали. Потом говорит, мы все, уже почти, мы побеждаем, нам не хватает чего-то, вертолетов. Вертолетов дали. Потом, вот нужны еще артиллерийских систем больше. Все какие есть в НАТО артиллерийские системы, все есть на Украине. Потом очень долго говорили, уже совсем чуть-чуть, вот танки. Германия против. Но если мы получим танки, российская армия обречена.
Мы же белорусы. Украина попала в точно такую же ситуацию, в которую попали белорусы в 2020 году. Когда всем говорили, что мы уже победили, делать ничего не надо, мы уже победили. Вот так в Украине год говорили, мы уже победили. Все, российская армия уже разгромлена. Закончилось это точно так же, как для белорусов, которые говорили, что мы уже победили, и мы один когда-то с тобой обсуждали, что это классический такое понятие есть, ошибка выжившего. Знаешь, да? Что Да, ясно. это когда чинят не там, где нужно. Там, куда попадают. Да. А туда, куда попали, там чинить не нужно, потому что самолет с этой дыркой прилетел на базу. Так и какой твой вот общий прогноз, что вот эта ситуация, она на фронтах Первой мировой застопорится на этой линии? Она застопорилась с момента окончания Бахмутской операции, вот с марта 23 года. С тех пор линия фронта не изменилась. И я, кстати, тогда говорил, что война закончена. Ну как закончена? И Пригожин. Ну, на картах закончена. Да, не будет изменений серьезных в линии фронта передвижений. Потому что и Пригожин, собственно, так и сказал, что ни одна, ни вторая сторона, несмотря на пропаганду и громкие заявления, не имеет реальных сил, чтобы эту линию фронта куда-то сдвинуть. Собственно, все то же самое, что было в 2014 году, просто в больших масштабах. Была активная фаза в 2014 году, и она закончилась в начале 2015 года с окончанием Дебальцева. И все, после этого 8 лет. Вот Котейкин, нам наш пользователь и зритель пишет, что ты некую безнадегу. Так почему безнадегу? Ну, я же говорю правду. Для того, чтобы победить или добиться реальных успехов, чтобы не было так, как у белорусов это случилось в 2020 году, ну, надо же смотреть правде в глаза. И решения какие-то принимать на основании реальности. Того, что есть в реальности. Ну, а то, что носятся там с этими новыми там ракетными системами, F-16 те же. Ну, такая же история будет с Хаймерсами. Вот говорили, все, вот идут, если Хаймерсы дадут, действительно, первые 2 дня Хаймерсы куда-то долетали. Потом была точно такая история была с танками, с Хаймерсами, с Патриотами. А до этого с Байрактарами. И с Байрактарами, и с Джавелинами. Ну, я не вижу никакой разницы. Сейчас еще дадут F-16 к Хаймерсам и к Storm Shadow. Это вот если вспомнишь, в Советском Союзе так популярно было говорить. Мы через 50 лет сделаем такой же трамвай, который сейчас ездит в Страсбурге. Догоним Страсбург по качеству трамваев. Вот Запад говорит, мы через полгода дадим F-16. А в Страсбурге 50 лет ничего не будут модернизировать этот трамвай. И русские копают, и готовятся к тому, что против них будут воевать F-16. Если бы их дали завтра, и 1500. Точно так же с этими линиями обороны. То есть говорят, ну вот мы первую прошли. Прошли первую или вторую имеет смысл, если мы сегодня прошли первую, послезавтра вторую, а через неделю третью. А если первую линию обороны проходили 4 месяца, то их там уже не 3, а 5. Ну, когда пройдут вторую, там еще будет 6 накопано. Вот 1-2 спрашивают, как считаете, белорусы, которые сейчас воюют в Украине, будут ли участвовать в каких-то событиях в Беларуси? Из тех, кто воевал с 2014-2015 года, вроде никто не приехал в Свергать в 2020 году, только 3 анархиста. Так это физически невозможно. Белорусские спецслужбы слишком хорошо этим вопросом занимаются. Ольга Карач приглашала этих людей в августе 2020 приехать в Беларусь для борьбы с режимом. Причем она приглашала людей с обоих сторон, поставив знак равенства между теми, кто воевал за Россию против Украины, и за тех, кто, значит, помогал Украине сохранить и отстоять свою территорию. Она сказала, что эти люди одинаковые, несмотря на то, что они воевали друг против друга. Из противоположных сторон. Она их всех, и тех, и других, приглашает в Беларусь, чуть ли не лично их будет встречать на границе. И, значит, они устроят, поскольку они имеют боевой опыт, значит, они устроят вооруженное сопротивление режиму Лукашенко. Ну да. Такие... Ольга Карач, это у нас наша отдельная передача про нее есть. Да, наш, но она потом удалила это. В 2015-2016 году она, по-моему, приглашала вообще добровольцев возвращаться под личной гарантией, что им ничего не будет в Беларуси. Но нет, она говорила наоборот. Она говорила, что эти люди, которые в Украине
большие проблемы у них были с документами легализации, те, которые воевали за Украину, они обращались к ней за помощью, поскольку она называла себя правозащитником и всякое такое прочее. А она сказала, что она не хочет ничего иметь общего с людьми, которые брали в руки оружие и какие-то проблемы решали вооруженным способом. Неважно, с какой стороны. Таким способом она борется за мир. И... Ну да, известный миротворец. Вот Ирма Бар спрашивает, почему не пришел Ленд-лиз. Видимо, объем имеется в виду, почему поступают такими это надо небольшими спросить порциями. у тех, от кого, кто его должен был прислать, у американцев. Я не знаю, почему не пришел. Они, наверное, не посчитали нужным. А вот... Ну, я хочу сказать, что вот я очень извиняюсь, но с моей такой, с чисто военной точки зрения, проблемы с количеством вооружений в Украине нет. Есть такая громкая фраза: воюет не оружие, а люди. Проблема не с вооружением на сегодняшний день. Никакой проблемы с вооружением нет. Такого количества оружия, которое поставлено на Украину, достаточно было, чтобы дойти до Москвы. В чем тогда проблема? В людях. Так как сейчас появляются в украинских пабликах и в украинских стримах, проблема в командовании. Солдаты не могут быть виноваты, солдаты воюют героически. В управлении, в командовании. Есть хорошие командиры низкого звена, но их мало, основное не очень хорошее. Огромные потери во время летнего наступления связаны как раз с этим. Ну, все смеялись над Пригожиным, который в лоб атаковал, и то он не в лоб атаковал, он его окружал с севера и с юга. Бахмут. И смеялись. Так а чем занимается украинская армия все лето? Точно так в лоб атакует, мало того, позиции в том месте, где противник ожидает, и в том, где он год готовился. А вообще вот это наступление, его же там много месяцев анонсировали. То есть многие даже говорили, что какое-то идет, ну, возможно, какое-то негласное давление со стороны западных союзников, чтобы Украина показала какие-то успехи. Было ли какое-то военное объяснение? Я не могу себе представить опытного, серьезного военного с боевым опытом в каких-то серьезных боевых действиях, который бы сказал, что это разумно. Вот такое наступление, которое проводит Украина. Первое время у меня была надежда, что это отвлекающий маневр. Вот тогда только это имело бы смысл. Как отвлекающий маневр, а остальное, основное наступление было бы где-то в другом месте. Что, собственно, русские и попытались сделать в ответ. Они стали атаковать не там же, а в другом месте фронта, около Купянска. У них тоже это не очень. Как недавно сказал один украинский офицер, в украинской армии есть очень много проблем и очень серьезных. Единственное, почему еще мы держимся, нам очень повезло с противником. Противник не сильно лучше. То есть проблем у русских тоже огромное количество. Вот манная каша призывается повеселее быть. Да, короче. У нас, кстати, вот 3100 подписчиков, как я говорил, это мы достигли примерно 2 промилле от канала Арестовича. И вот, мне кажется, если ты будешь говорить людям правду, мы не приблизимся к его количеству. Не приблизимся. Да, скажи уже там 2-3 недели. Так, а он сейчас так и говорит. Арестович сейчас так и говорит. Это особенность украинской политики и общественной деятельности. Когда человек становится властью, он начинает говорить то, что люди хотят слышать. В большинстве случаев вешает лапшу розовую на уши. А вот когда Арестовича выгнали кем он там был, советником президента, он начал говорить правду, то же самое, что и я сейчас говорю. Проблемы. Никаких, не то что в границах 91 года, а о границах 22.02. 22 на сегодняшний день речь не идет вообще. Кроме того, люди, всякие мои знакомые из Украины, именно те, которые находятся на линии фронта, на сегодняшний день говорят, что, это прям видно по карте боевых действий, что русские готовятся именно к контрнаступлению. То есть вот Украина сейчас измотается в этих попытках наступлений, и русские готовятся именно к контрудару. Никто не знает, где он будет, силы большие собирают. А какие это могут быть направления? Очевидно, другие.
не те, на которых сейчас сосредоточено большое количество бойцов. Я не могу сказать, я не обладаю информацией ни из украинского генштаба, ни из русского генштаба, ни из ЦРУ, там, и спутников у меня своих нет. В том, в котором противник не ожидает. Ну, в этом искусство полководца. Манная, кажется, спрашивает, как долго будет длиться эта ситуация? Какая война? Вот бадание на этой линии. Пока одна из сторон не накопит большого количества сил для решительного удара. Я думаю, что это, преимущество. да, я думаю, что это будет Россия. Так же, как она после 2014 года взяла паузу, начала готовиться к захвату Киева за 3 дня. Вот они точно так сейчас взяли паузу, готовят свои там шахеды, ракеты, танки, не знаю, что они там еще готовят. Ну, много у них есть чего готовить. Из Северной Кореи привезут пару пароходов, снарядов. И готовятся к решительному удару. Вот когда приготовятся, когда русский генштаб посчитает, что, во-первых, они накопили критическую массу со своей стороны, а во-вторых, они достаточно измотали украинскую сторону, что она обескровлена и не сможет оказать серьезного сопротивления. Вот тогда они и ударят. На самом деле, да, достаточно озвучиваются пугающие цифры, там, потому что в феврале 2020 года, когда многие не верили, что Украина хоть как-то выстоит, там говорили, что 200 тысяч русских военных присутствует, сейчас уже говорят там и 400-450 тысяч. Опять, как мы считаем? А мы считаем белорусскую армию. А ее надо считать? Ну, она же обслуживает самолеты, которые пускают ракеты по Украине. А украинские самолеты вынуждена обслуживать та же армия, которую мы считаем. Угу. А мы считаем русскую армию, которая сидит там, вот, где там бомбят аэродромы. Не знаю, считаем. Ну, не считаем. Мы считаем только тех, кто находится на территории Украины. Ну, это совсем не вся воюющая русская армия. Огромное ее количество находится не в Украине и принимает очень активное участие в боевых действиях. Вот, Вожик Патриот спрашивает, а прорывы линии Суровикина, это не перемены на фронте? Ну, сколько километров? И как же прорыв на другую линию обороны? Я ж только что сказал про линию. Прорывом линии обороны можно было считать, если бы ее прорвали вчера первую, а сегодня вторую. В этом был бы смысл. А если первую прорвали через 3 месяца боев, то за это время, за третий, накопали еще 3. Смысла военного. Вот только те 10 километров или сколько, которые Украина освободила. Очень есть печальное и неприятное сравнение в Украине, что площадь кладбищ новых равно количеству освобожденных территорий на юге. Вот такой ценой была прорвана эта линия. Вот спрашивают, что ты усомнился в хватке Залужного. Ну вот белорусы не усомнились в хватке Тихановской. Вот такой результат они получили в результате. Не сомневается ни в чем, только глупый человек. Умным людям свойственно сомневаться. И что значит я усомнился? Я результатов практических не вижу. Ну вот был результат, Херсонская операция успешная. Она была тяжелее для Украины. То есть потери там были намного больше, чем в Харьковской. Вот 3, скажем так. Первое, это было, когда отогнали от Киева и выгнали из Черниговской и Сумской области, маленький кусочек Харьковской. Вторая была освобождение Херсонской области, правобережья. И третья Харьковская. Ничего похожего за последний год не произошло. К сожалению, да. Да, две деревни освободили, севернее и южнее Бахмута. Клещеевка там еще. Вот, пишут, что у тебя своеобразная точка зрения, противоречащая тому, что говорят украинские и оппозиционные российские источники, и что инфа от военкоров противоречит тому, что ты говоришь. В чем? Давай, парируй. Нет, а какая инфа? Вы напишите, какая инфа противоречит тому, что я говорю. Ну, я говорю, линия на карте, она не изменилась. У военкоров какая-то другая линия на карте? Оптимистичный оптимист спрашивает, как тебе версия про то, что РФ проиграет войну экономически, потому что не выдержит такого темпа? Может проиграть. Зависит это решение не от Российской Федерации, а от решения Китая. Такой же ленд-лиз, который не доехал до украинской армии, едет с той стороны в русскую армию.
Насколько успешно он будет ехать, в каком количестве, вот от этого зависит. Конечно, если Китай перестанет завтра поддерживать Россию, она проиграет через неделю. Вот. А есть ли доказательства и факты, что накопили 3 линии обороны? Это твое предположение или ты что знаешь? Ну, в общем-то, логично предположить, Пишут что... в новостях, что в тех местах, где линия обороны отодвинута, русские обустраивают и копают следующие линии. Арестович, например, об этом говорит. Ну, то есть это не какая-то особо секретная информация. И это логично, разумно. Армия отступает, оборудует новые позиции. Хорошо. Будем считать, что с украинским фронтом разобрались. Видишь ли ты какие-то сценарии, при которых возможно противостояние НАТО? Понятно, там, что с белорусами... Можно последнюю ремарку? Да, Мы вернем. У меня слишком пессимизм. У нас был разговор на второй день войны, 25 февраля. Чьи прогнозы оказались? Ну, Украина выстояла пока. Ну, а в разговоре о том, что, значит, русские убегут, и русская армия проиграет, и все проиграла. Начало этой операции, это была не военная операция. Ну, это как бы все везде уже пишут. Россия не собиралась воевать общевойсковым военным фронтом против Украины. Да, ну, проиграла эту операцию Киев за 3 дня не русская армия, а ФСБ, которая проиграла свою спецоперацию. Ну, в первых рядах в Киев ехали эти самые полицейские русские с щитами и дубинками. Они же не собирались против джавелинов воевать дубинками. Они вообще воевать не собирались. ФСБ было уверено, что войны как таковой между двумя армиями в принципе не будет. Вот в этом они проиграли. Они общевойсковой бой. Они просто не собирались воевать. А сейчас они начали воевать, как положено. Что ты уже вот назвал 3 самые успешные операции. Это контрнаступление под Киевом, Харьковское контрнаступление под Херсоном. А еще какие-то успехи ты бы отметил? Ну, Украинской армии? Да. Ну, там Черноморский флот, по сути, разбирают потиху. И это не повлияло на освобождение украинских территорий на сегодняшний день. Сейчас такая модная фраза есть: любая война – это арифметика. И люди дальше не слушают, что дальше. Это арифметика относительная. Обсуждая потери одной стороны, это бессмысленная информация. Если сегодня за ночь там Украина нанесла удар 3 ракетами по 3 российским кораблям, это хорошо или плохо? Для кораблей плохо, наверное. Не, вообще, это хорошая новость или плохая? Ну, надо смотреть. Надо смотреть, какой удар в ответ за эту же ночь нанесла Россия по Украине. И сколько потеряла Украина. Если это соотношение в плюс, это хорошо. Если мы убили 200 русских солдат, сами потеряли 500, это плохо. Лучше не надо было вообще такую операцию проводить. Поэтому пока мы не слышим второй части, информация бессмысленная. Что самые тяжелые поражения украинские, по твоему мнению, неудачи? Я никогда так не... Ну вот это контрнаступление. Вот я бы оценил, да, неудачное наступление на юге, это самое тяжелое по потерям. И в первую очередь потому, что все остальное можно было как-то объяснить. Ну как-то можно было объяснить. Там потеряли, там превосходить. Но здесь инициатива была на стороне Украины. И подготовка была, и 50 стран коалиции, что не могут Россию, что ли, одну одолеть. Хорошо. Будем считать, что с украинским направлением разобрались. Если вот говорим дальше про силовые сценарии, допускаешь ли ты какую-то ситуацию, когда что-то может возникнуть на границе с НАТО? Понятно, Конечно. что Да, допускаю. Расскажи. Россия захватила Крым. Все ответные действия НАТО ни к чему не привели. Санкции и прочее. После этого она захватила Донецк и Луганск. Санкции тогда-то просто сейчас мало кто помнит на фоне того, что происходит сейчас. Тогда точно так говорили, что это разрушительные санкции, и вообще Россия, не надо с ней воевать, не надо там бомбить Донецк,
Донецкой СБУ. Мы наложили санкции, вот Петр Порошенко говорил. Да там, по сути, санкции начались только после MH17. Какие-то более... Через 3 месяца все. Россия после этого не просто не ушла из Луганской, да, она и начала еще одну войну в Сирии. Она напала на Украину в феврале 22 года. Тоже сказали, что теперь просто ужасно. Ну ничего, нормально все. Ну да, русские люди стали немножко меньше есть. И не так вкусно. Вова Путин... Да, мне кажется, начали есть меньше, там, 10%. Ну вот. Остальные, то есть, папа, ты что, будешь меньше пить? Нет, ты, сынок, будешь меньше есть. Но это никак не повлияло на Путина, там, всю верхушку. И на сегодняшний день выглядит ситуация так, что ответ они не получают. Почему не пойти дальше? Ну, Россия не развалилась, ее не уничтожена, экономика ее не уничтожена. Цивилизованный Запад продолжает платить миллиарды, из которых они прям завтра делают ракеты, которые летят на Украину. Точно так я предполагаю. Вот если Россия не потерпит какого-то решительного поражения на Украине, естественно, она пойдет дальше, в том числе с помощью Белорусского военного округа. Там они же все мечтают сходить в Жешув на экскурсию. И я своим друзьям-полякам часто говорю, и они с этим соглашаются, что то, что сделала Польша, уже на сегодняшний день, даже если бы завтра закончилось вообще все, с Путиным или без Путина, через год, 2, 10 или 100 лет Россия Польше не простит никогда. За это она все равно когда-нибудь, она вечно будет хотеть отомстить и будет стараться это сделать. Естественно, в такой конфигурации, которую мы имеем, с помощью Белорусского военного округа, с помощью 3 инструмента, да, мы на сегодня знаем. Мигранты, вагнеры и обычная белорусская армия. Ну, плюс тактическое ядерное оружие, если оно. Плюс тактическое ядерное оружие. Ну, ядерное оружие такое... Ну, как инструмент шантажа, я не говорю про практическое применение пока. Сейчас уже мир дошел до такой границы, что уже шантаж не работает, уже будет работать только практическое, ну, сколько можно говорить. Все друг друга пугают тактическим ядерным оружием, и не тактическим, даже и стратегическим. Ну, это ты говоришь про какой-то сценарий достаточно отдаленного будущего, когда там... Ну, почему миграционный кризис был уже 3 года назад. Ну, так он, да, до войны. Так и сейчас еще он продолжается, активизировался. Ну, пока это не приводит к какому-то обострению, ну, там границы закроют, белорусы уже там меньше будут кушать, меньше ездить, а какое-то противостояние... Что белорусы будут меньше кушать, не повлияет на уровень агрессии белорусского режима. И уровень его милитаризации. Да, белорусы могут вообще ничего не кушать, как в Северной Корее. Вот траву они едят, но снарядов они сделали больше, чем на всем континенте. Россия, которая занимает 1/6 планеты, у нее снарядов меньше, чем у Северной Кореи на сегодняшний день. Ну вот сейчас прямо перед выпуском появилась новость о том, что белорусское Министерство обороны снова обвиняет Польшу в пролете вертолета, дважды якобы залетел польский вертолет. Какие-то такие вещи там, потому что мы помним, и белорусские вертолеты влетали, какие-то, ну, постоянно провокации на границе. Вот я бы его сбил, этот вертолет. Вот если бы от меня что-нибудь зависело, и кто-нибудь спросил мое мнение, когда 2 белорусских вертолета, это еще как раз было во время тех вагнеров. Когда они были, потому что там вагнера, потом, значит, 100 из них приехало в Сувалковский коридор, и через 2 дня залетели, вот я бы их сбил. Была похожая ситуация между Россией и Турцией в давние времена, по-моему, в 2015 году. Вот турки взяли и сбили русский самолет. Ну да, хотя он там на секунду буквально залетел. И ничего, и ничего не. Это не то, что к Третьей мировой войне не привело. Путин продолжает встречаться с Эрдоганом, то есть... По-моему, вот, помидоры перестали покупать на какое-то время. Ну вот Пригожин 6 самолетов сбил. Ничего страшного. Ну, Пригожина потом самого сбили. Ну, бывает. Ну, это не привело к какому-то ужасному конфликту многочисленному. Эрдоган вот сбил самолет и все сказал. Ну, а зато мы вам микросхемы продаем. И все. И Россия ничего не может сделать. Потому что
микросхемы, из которых они делают свои ракеты, им продают через Турцию. А потом он, кроме того, я считаю, что это не менее такой жест, даже более яркий, чем там, сбитие самолета. Он взял, отпустил руководство Азова. И вот прям в лицо посмеялся Путин. Он говорит, я не знаю, я ни с кем не договаривался. Да, это было Вот красиво. я бы сбил этот вертолет и сказал, что это какое-то добровольческое подразделение белорусских добровольцев у нас здесь есть. Они не очень компетентные, недавно военным делом занимаются. Они вообще не хотели, но случайно так получилось. Мы, Польша, не поддерживаем. Ну так вот эти... Купили в военторге Ты сам говоришь про вот этот... Джавелин и сбили 2 вертолета белорусских. Случайно. Не мы, это же не польская армия. Ну, вас же учит Путин этому с 2014 года. Как это делать? Вот пришли в в Крым. Военторги купили. Это не мы. Мы за женщинами и детьми стоим. Потом Лукашенко женщин и детей беременных толкает, значит, на польскую границу. Польские эти вот такие подруги Ольги Карач снимают фильм об этом. Какие ужасные польские пограничники. Все, а за ними стоят белорусские спецназовцы. Ну, этому учат. Немножко вот Украина чуть-чуть научилась. Они все, а это не мы, это русский добровольческий корпус. Ну или покурил кто-то. Макс Про откуда у них, не знаю. В плен взяли в Бахмуте. Сначала украинская армия, русская армия захватила Макс Про, а потом русский добровольческий корпус отбил в Бахмуте Макс Про и поехал на нем в Белгород. Ай-яй-яй. Ну вот. Хорошо, вот если какие-то инциденты постоянно с мигрантами, там уже то их оружием выгонят, то обстреляют польских пограничников. Если произойдет какой-то реальный инцидент со стрельбой, там, пограничников по пограничникам или силовиков по силовикам, это может вызвать какое-то обострение? Ну, пока или это Путин решает только? Это решает только Путин. Да. Естественно, белорусская армия руководят из Кремля. И, во-первых, белорусская армия, во-вторых, это же начало войны любой, это не чисто армейская операция. Армия как таковая особо войны не начинает. Войны начинают спецслужбы. Всегда. Все войны начинают спецслужбы. И тут эту войну вот начинают спецслужбы. ФСБ и белорусская КГБ. А армия, им приказ дадут, они пойдут. Они регулярно, белорусская армия, она же не будет там каких-то мигрантов куда-то там, значит, потом за их спинами стоять. Это не дело военных, это дело спецслужб. А как ты вообще оценишь белорусскую армию? Ну, белорусская армия крайне малочисленна. Боевого опыта не имеет. В прямом боевом столкновении с украинской армией она проиграет, если количество будет соизмеримо. Ну, например, батальон на батальон. Если у нее не будет огромного численного превосходства, то, естественно, она в прямом боевом столкновении украинской армии проиграет с треском, потому что украинская армия объективно имеет боевой опыт. Белорусская армия боевого опыта как такового не имеет. В столкновении с польской, я думаю, тоже по причине того, что польская армия просто намного лучше вооружена и технически подготовлена. Но это не самый решающий фактор. Ну, мотивация у тех и тех будет одинаковая. Мотивация всегда есть у того, кто защищается, хороший. Того, кто нападает, это уже мотивация должна быть такая, основанная на низменных человеческих. Вот то, что эксплуатирует Лукашенко. Что-то захватить, там, не можете сшить сами, украдите. У французских дизайнеров, ну, это же известно. Украдите, я вам с трибуны, чего там, где он выступал, говорит, украдите. Ну, так говорит, идите и заберите Жешу. Так, вот белорусский свет спрашивает, почему Украине страны-поставщики оружия, боеприпасов не разрешают гасить по военным заводам в России. По-моему, в последнее время уже нормально и гасят. Во-первых, мы не можем ответить за руководство стран НАТО и Америки. Почему они принимают? Ну, почему-то не принимают. Они боятся, потому что ядерного оружия боятся. Официальное объяснение, они боятся эскалации с выходом на уровень ядерной войны.
Боятся. Ну, так как говорят, что все русские виноваты в этой войне. Умные люди говорят, нет. Виноваты не виноваты те, кто воюет, те, кто убивает. Все русские несут ответственность. Точно так же страны Запада, они как бы не виноваты в том, что Будапештский меморандум оказался туалетной бумажкой. Но они несут ответственность. Они несут ответственность за то, что они вырастили Путина, кормили его деньгами, несут ответственность за то, что, ну вот так, как пишет наш зритель, слабовато помогают Украине. Ну, я, например, я не вижу проблемы в количестве вооружения. Мы же вот не знаем каждую ночь, ну, всякие русские военкоры пишут, мы им тоже не верим, но пишут же, что каждую ночь куда-то шахеды попадают, в склады с оружием. Это же то оружие, которое поставили западные партнеры, которые мало поставляют. А это каждый день его уничтожают. Ну, это серьезный ущерб. Серьезный военный ущерб. Украинская армия продолжает воевать, к сожалению, даже не то чтобы воевать, организация всего процесса, как говорит неоднократно упоминаемый Арестович, маленькой советской армии советского типа хотят победить большую советскую армию советского типа. С этим большие будут сложности. Все хранится в одном месте, все солдаты до сих пор в украинской армии на полигонах ходят строем в столовую, в которую прилетает русская ракета. Вот ты говоришь, что Польша и Россия никогда не простит эту помощь Украине. Не простит. Конечно, не знаю, под конец не хочется такую сложную тему затрагивать. Как ты смотришь на вот сейчас бадание Польши и Украины по поводу зерна? Ну, плохо. Я считаю, что Украина поведет себя неправильно. Украинское руководство, потому что я сколько украинцев не спрашивал, ну, никто не одобряет такие выступления Зеленского. Ну, не украинский народ же устроил этот скандал и это самое. Тот, кто устроил, а именно украинская власть, ведет себя неправильно. Крайне я к этому негативно отношусь. И я думаю, что вроде бы сейчас якобы вопрос закрыли, но как в анекдоте, осадочек остался, и он еще будет продолжаться. Вот недавняя новость, как раз сразу после этой ситуации. Сразу же выступила польская прокуратура, да, и сказала, мы определили однозначно, ракета украинская. Еще, чтобы ярче было написано, мы год расследовали, не получили никакой помощи и информации от украинской стороны, сами определили. Ну, это сильный удар очень, медийный. То есть они старались изо всех сил как бы этот вопрос. Ну, то, о чем я говорил. Ну, так бывает на войне. Чья-то ракета прилетела не туда. Но она же не каждый день прилетает. Это зенитная ракета, которая... Ну, один раз, если люди каждую ночь борются с сотней летящих в них ракет и шахедов и самолетов, но они имеют право раз в месяц вот не туда стрельнуть. Это ничего страшного. Это же не масса. Но вот сейчас как раз Польша сказала, ах, ну вот раз вы так, мы, значит, сразу вам напомним, чья была эта ракета. И я думаю, что все вот подобные вещи Польша сейчас на них, скажем так, обратит внимание. Обратит внимание. Неправильно поступил. Я считаю, однозначно неправильно поступила украинская сторона. Хорошо, наверное, мы тут уже 50 минут в эфире, наверное, будем постепенно заканчивать. Скажи что-нибудь хорошее, наконец. Ну, то, что было заявлено в теме, если ты помнишь, точно такую же идею я сказал год назад. О том, что белорусское подразделение нужно создавать в Польше. Ну, я просто часто говорю далеко вперед, и люди считают это какими-то странными словами. Не, ну, по сути же оно как-то и создается, вот эти хоругвы какие-то парамилитарные. Не, подождите. Это не об этом речь. Я конкретно говорил о том, что вот это был конец лета 22 года. Украина, это вообще не наше дело, Украина по каким-то причинам решила, что ей не нужны белорусские добровольцы. Мы сейчас даже не обсуждаем, плохо это, хорошо, почему? Не нужны. Ну так сложилось, что не хочет. Я говорил, хотите, тогда нужно создавать в Польше. Помогите польским пограничникам. Ну вы белорусы, с белорусской стороны же, у Польши есть серьезная проблема. Помогите польским пограничникам. Патрулировать границу.
вы знаете русский язык, знаете менталитет, значит, белорусских пограничников с той стороны. Есть, может быть, какие-то бывшие сотрудники. Но только это должно быть официально. Не какие-то хоругвы. Неизвестно где. Так, как вот было заявлено. Это должен быть официальный батальон там, в составе войска польского. Или, например, Страж граничная, она же не относится к армии, она относится к Министерству внутренних дел. В Министерстве внутренних дел. Тероборона еще есть. Ну, тероборона, ну, насколько я понимаю, самая актуальная проблема государства Польши на сегодня — это ситуация на границе. Границу охраняет Страж граничная. Ну, Министерство внутренних дел. Предложите, не создайте, предложите свою помощь польскому государству в этом вопросе. Вот у нас есть мотивированные люди, хоругвые, там, подготовлены, чем они там, физически подготовлены, дисциплина у них, они, значит, там, знают друг друга, боевое слаживание это называется, умеют работать в команде. Предложите свою помощь в охране белорусско-польской границы с польской стороны. И очень вероятен сценарий, который я писал, который бы мне нравится. Через там 2 месяца дадут вам этот самый Стингер. Да. И следующий вертолет уже обратно в Беларусь не вернется. Ну, на самом деле, то, о чем ты говоришь, оно неминуемо будет происходить, потому что, хотя бы потому, что в Польше оказались сотни тысяч белорусских мигрантов, которые немножко затаили обиду, я так думаю, на режим Лукашенко. Слушайте, У них родятся сотни тысяч детей. После того, как ты говоришь фразу «неминуемо будет происходить», мы сразу же приходим к ситуации в Беларуси августа 22. Лукашенко неминуемо проиграет. Все, ложись, садимся на диван, ничего, он же неминуемо проиграет. Нет. Если ничего не делать, даже самое неминуемое может не произойти. Ну подожди, у этих сотен тысяч иммигрантов родятся сотни тысяч детей. Чисто статистически из них какой-то процент выберет для себя военную карьеру. Ну, они будут обычными польскими военными. Ну, с белорусской идентификацией многие из них будут самоидентификацией. Если они, как ты говоришь, родятся во 2-м поколении в Польше, сложно мне представить, и в чем она будет выражаться, это совершение. Какие-то будут добровольческие отдельные свои подразделения. Это же вот то, о чем мы сейчас говорим, это как бы плюс для государства Польши именно в этом вопросе. Возможность какие-то силовые операции, даже я не буду говорить воевать, а проводить какие-то силовые операции не своими руками, так как их Путин научил, да, прокси. Мы Польша, мы нет, мы ничего. Вот там какие-то люди, ну, добровольческие подразделения белорусские. У вас же есть Вагнер? У вас есть в Беларуси какие-то там тоже ЧВК. Вот у нас есть тоже ЧВК белорусская. Но как Украина говорит, в Белгородской области с русской армией воюют граждане России. Мы при чем здесь? На белорусской границе с белорусскими пограничниками воюют белорусские граждане. Зачем-то. Мы не знаем. Ну хорошо, на этой условно оптимистической ноте предлагаю закончить. Для меня это вот, и в моем видении это самый реалистичный сценарий, и он выгоден всем сторонам. Он выгоден Польше, потому что в Польше есть такие проблемы, насколько я понимаю. Это то, чего, как ты говоришь, хотят белорусы, которые хотят как-то изменить ситуацию на своей бывшей родине. Ну, вот. КГБшников, которые там били и сажали их на бутылку, у них будет шанс отстреливать на белорусской границе, наверное. Ну, что ж, дорогие друзья, с вами была передача «Саша, что ты несешь», которая сегодня вышла под названием «Дима, что ты душнишь». Ну, я извиняюсь. Встретимся с вами тогда во вторник в 19:30. Всего доброго. Хорошего Спасибо, вечера. что пришел. Вам спасибо за приглашение.